Let's go.
Это показывает Уфа, универсальная спортивная арена Уфа-арена, точнее малая спортивная арена Уфа-арены. Сегодня очень интересное противостояние нас с вами ожидает. Хоккейный клуб «Уралец» будет противостоять хоккейному клубу БГК. Буквально на прошлой неделе эти команды встречались и чуть сильнее оказались представители БГК. 4-5 так закончился счет. Правда, по буллитам сильнее оказались представители БГК. И вот сегодня есть возможность у уральцев взять, так сказать, реванш, да, ну и побороться за первенство. Турнирная таблица примерно на равных позициях расставила оба коллектива. Третье и четвертое место они между собой разделяют. Тяжело гнаться там за Транснефтью, тяжело гнаться за Уфсином, но тем не менее в оптимальных составах команды подошли. Ну, заметно больше, кстати, вот игроков на скамейке у представителей хоккейного клуба «Уралец». У БГК не так много сегодня в составе людей, но тем не менее это достаточно для того, чтобы показать прекрасный результат. Ну и начнем с составов играющих команд. Начнем с хоккейного клуба «Уралец». Ворота сегодня будут защищать, надеемся, что один голкипер, но тем не менее два голкипера в заявке. Это Радик Гарифулин, номер 73, он в основе здесь сейчас у нас офсайд. Да, Радик Гарифулин. Его сменщик сегодня Рустем Ахунов. Под вторым номером Евгений Ахмадулин. Юлия Краснова под номером 6. Александр Мельников 7. Егор Попов 9. Сергей Иванов 10. Григорий Долбань номер 12. Прошу прощения, здесь сейчас может опасно получиться. Нет, как-то застряли в зоне нам БГК. Ну здесь нет, не получилось. И контратака в исполнении сейчас уральца будет. Продолжаем. Хабир Кельмухаметов, номер 17. Здесь сейчас закладывают вираж уральцы. И вот уже отбились представители БГК. Вот здесь вот у нас Исамуддинов опасно. И на месте Гарифулин. Продолжим. Камиль Ахунов 24. Антон Мантрёнин 29. Аглям Юлгильдин 41, Андрей Тарасов 55, Илья Джиганенко 68, Игорь Черников 77, Дмитрий Максимов 78, Ильдар Сафин 85, Кирилл Ивлев 91, Андрей Косарев 97, Степан Полянский номер 99. Главный тренер Дмитрий Цыпин. Ну и плавно переходим к команде БГК. Сегодня я буду называть, пожалуй, энергетиками, потому что эти люди непосредственно связаны с генерацией, так сказать, энергетических ресурсов, да, ну и можно их называть энергетиками. Башкирская генерирующая компания. Голкипер. Всего лишь один голкипер в заявке. Это Дмитрий Корнилов, номер 88. Вот он, кстати, сейчас с шайбой. Ну, не очень точная передача там на партнера. И вот там лежа решили побороться друг с другом хоккеисты. Можно попробовать выйти из зоны. Не получилось. Так вот, Дмитрий Корнилов 88-й, Руслан Асадулин 4-й, Денис Исамуддинов 6-й, Эдуард Хабиров 7-й, Станислав Калач 8-й, Андрей Озеров 13-й, Андрей Жуланов номер 16, Олег Пихенько номер 20, Наиль Габидулин 21, Ильдар Ахмедянов 26, Александр Каров 27, Альберт Емельдинов номер 28. Здесь, прошу прощения, опасно. Нет, разрядили сейчас энергетики обстановку. Сергей Вербин 42, Венер Гайсин 63, Сергей Соломатин 81 и Ренат Мустафин номер 83. Руководят коллективом Павел Евтушенко и Вячеслав Сидоров. Они оба сейчас на тренерском мостике. Ну и теперь мы готовы наблюдать в полной мере за игрой. Сбрасывание в зоне БГК. Выиграли сбрасывание энергетики. Есть возможность выйти из зоны. Не особо точная передача. И уже Иванов там шайбой завладел. Но есть возможность войти в зону. Вошли в зону уральцы. Тарасов. Неточная передача. Но не надо сейчас торопиться, да. Иванов. Передача на Тарасова. Тарасов там в гордом одиночестве мог убежать. Не получилось. Иванов на партнера.
Вновь Иванов обратно получил. Есть возможность бросить. Попытка броска. Ну, рядом со штангой ворот Корнилова шайба пролетела. Но, тем не менее, вторым темпом сейчас накатились. Ахунов. Ну, такой навес на дальнюю штангу у него получился, да, если по футбольному говорить. Не особо точно. Здесь опять отбились. И Тарасов там мог убежать. И, тем не менее, закрепились там в зоне. Гайсин там попадался с Полянским. И свои плоды это принесло. Передача на пятак. Иванов вторым темпом. Дальний бросок. Ну и там череда отскоков таких от щитка голкипера. И вот здесь есть возможность убежать. Мустафин там с Гарифуллиным, к счастью, не столкнулись. И Гарифуллин довольно-таки точно партнер. Но Иванов там не разобрался. И вот здесь вот для надежности Гарифуллин шайбу ко льду прижимает. Ну, обменялись, так сказать, любезностями сейчас оба коллектива. Ну, повторюсь, игра была равная в прошлый раз, на прошлой неделе. Сегодня и тому, и другому коллективу есть что доказывать. И Соломатин сейчас проиграл сбрасывание, и уральцы шайбы завладели. Но ничего не вышло выйти из зоны. Попытка дальнего броска, не получилось подставление. Ну, был момент неплох. Там Вербин шайбу-то... клюшку, извините, подставлял. Отбрасывается. Там Краснова не получилось. Ну и вновь там Исамудинов на партнера. Можно и обратно шайбу сейчас получить. Собственно, вот Исамудинов. Исамудинов сзади ворот. Может попробовать и лакросс замутить. Не получилось. Там Вербин. Но вновь Гарифуллин надежен. Шайбу прижимает. И смена у дружины Дмитрия Цыбина. Сегодня три игры запланировано в расписании Башкирской хоккейной лиги. БГК «Уралец», БЭСК «Транснефть Урал» и Башар ТС Уфсин. Следите за трансляцией обязательно. Матчи интересные. Башкирская хоккейная лига в этом сезоне радует зрителя. И хоккей разный. Есть и разгромные матчи, есть и очень упорная борьба. Джиганенко с шайбой. Один из, пожалуй, самых заметных игроков в составе уральца. Вот очень неплохая у них связка с Матрёниным. И вот сейчас как раз-таки это звено на площадке у уральцев. Уралец, хоккейный клуб, позиционирует себя как сборная представителей Курултая нашей республики. Но и очень примечательно, да, что вот Юлия Краснова, знаменитый наш башкирский журналист, также на равных с мужчинами не только, так сказать, красотой своей украшает площадку, но и, в частности, действительно играет в хоккей. Джиганенко вошел в зону, как-то его не очень встречает, хотя стоило бы, и вот здесь опасно. Матрёнин там может побороться, не получилось, но сохраняет шайбу хоккейный клуб «Уралец». Сзади ворот там уже, ну и надо сейчас бежать вперед. Вербен неудачно обработал коньком эту шайбу. И вот здесь вот Джиганенко уже один практически выбегал. Ну нет, встретили его и не дали развить эту атаку. Ну и вновь каким-то образом шайба до хоккеиста уральца дошла. Там надо сейчас отбиться. Отбивается, но, по всей видимости, проброс сейчас будет. Нет, кого-то из игроков уральца шайба коснулась, и проброс не фиксируется, и надо сейчас бежать вперед. Хабиров. Но это не Ради Фаридович, да, Хабиров. Хотя Ради Фаридович тоже любит поиграть в хоккей. Это Эдуард Хабиров под номером 7. Наиль Габидуллин там в гордом одиночестве в зону врывался. Здесь жесткий такой силовой прием. Но судья вверх руку не поднимает. И все в рамках правил. Асадуллин не точно. И здесь уже есть возможность что-то придумать у уральца, но нет. И в контратаку Калач. Есть у него там Жуланов. Калач шайбу бросил. Гарифуллин. Ну, Гарифуллин довольно-таки часто выходит из ворот. Надо иногда и голкипера подключить, да, но
не так часто выходит и Корнилов из ворот, а вот у Гарифуллина прям с этим компонентом все в порядке. Хабиров. Есть там у него Озеров, решил Хабиров далеко отбросить. Ну, как-то так часто вперед отбрасывают шайбу хоккеисты БГК. И вот сейчас контратака в исполнении. Посмотрите, что делает сейчас 78-й номер. Дмитрий Максимов решил индивидуальным мастерством сейчас блеснуть. Но пока это ничем не закончилось. Хотя вот здесь вот есть возможность что-то придумать. Неплохо. И фиксирует Корнилов шайбу. Фиксирует шайбу Корнилов. И сбрасывание будет в зоне БГК. Полянский. Сбрасывание. Он хотя выиграл. Казалось мне, что там хоккеисты БГК уже завладеют шайбой, но нет. Косарев. Передача на партнеру. Не точно. И здесь Гайсин мог бежать вперед. Но здесь опять Косарев. Есть там у него Тарасов на пятаке. Ну, надо поднять голову сейчас. И нашел он Тарасов, а Тарасов не точно бросил. Ну и отбросились из своей зоны хоккеисты БГК. Ну, пока как-то более активными выглядят хоккеисты уральца. И вот сейчас очередная попытка броска. Очень много работы у Корнилова. И справляется 88-й номер. Мустафин сейчас должен побежать вперед. Мустафин, он один. Ну, один был там. И этот бросок войдет в зачет как бросок с ворот. Гарифуллин. Ну, там видел он Тарасова, но Тарасов не стал бежать. И уже был отыгран этот момент. Звучит свисток, который говорит о том, что команда БГК сейчас останется в меньшинстве за нарушение численного состава. Ну, посмотрим, что есть в арсенале у дружины Дмитрия Цыбина. Малый скамеечный штраф. Едет его отбывать Олег Пихенько. И сбрасывание было в зоне БГК. Опасный бросок на месте вратарь. Ну и вторым темпом Ахмадуллин. Передача на партнера. Джиганенко. Там и Матрёнин, и Джиганенко. Они на одном фланге. А вот здесь вот есть возможность убежать. Не получилось. Ну и смотрите, как напористо действует Денис Хисамудинов. Успел он там нервы потрепать хоккеистам уральца. Ну, как хорош Гарифуллин. Выкатывается без проблем, да? Не стоит на месте. Ну, важно уверенно себя чувствовать в этом компоненте, потому что от игры вратаря много зависит. Зачастую вратарь — это полкоманды, да, как в хоккее говорится. И вот здесь вот Гарифуллин явно нацелен на атаку. Ну и выходит из ворот смело. Джиганенко. Там сразу два хоккеиста. Прошел он практически Вербина. Не получилось. А вот здесь вот положение вне игры. Немножечко поторопился Ивлев. Очень интересно, у него такой серебристый шлем. Выделяется на фоне остальных. Такой он серебристый. И вот, в отличие от всех остальных хоккеистов хоккейного клуба «Уралец», самый стильный, пожалуй, хоккеист в их составе, да. Хабиров отбрасывает шайбу по борту. И вот здесь вот Юлгильден сам вошел, посмотрите, накрутил оппонента, но ничего хорошего из этого не вышло. И очень умело отбиваются хоккеисты БГК. Но здесь вот опять Юлгильден хотел вираж заложить под удобную, не получилось. А сейчас уже в равных составах будут команды играть. Долбань сзади ворот действует. Сейчас надо расставиться грамотно, да, потому что в полных составах. Неточная передача. И вот здесь вот уже как просто со скамейки подхватил шайбу 78-й номер. Это был Дмитрий Максимов. Ну, слушайте, заявочка была неплохая. Благо,
для хоккеистов БГК в ворота он не попал, хотя бросок был неплохой. Еще 3 с небольшим минуты нам наблюдать хоккей в первом периоде. Ну, на мой взгляд, все-таки более уверенно выглядят хоккеисты хоккейного клуба «Уралец». А вот здесь это опасно может получиться. Мустафин и Иванов там в гонке схлестнулись. Но посмотрите, опять Гарифуллин как все-таки уверен в себе, что выходит так далеко и, ну, безнаказанно себя чувствует абсолютно. Там, ой-ой-ой, а вот здесь вот Мустафин на 5-ю точку упал. Там Иванов его немножечко подталкивал, да, в спину. Но свисток молчит, и игра продолжается. В собственной зоне сейчас хоккеисты уральцы действуют. Иванов все видел. Передача на партнера. Здесь Тарасов. Тарасов. Есть там у него слева партнер, но нет. Ну и фиксирует. Фиксирует шайбу Дмитрий Корнилов. И смена звеньев в двух коллективах. Вижу я, что на площадке Юлия Краснова появилась. Ну, две представительницы прекрасного пола в составе уральца заявлены. Но вот я, наблюдая за играми этих коллективов, пока что только Юлию Краснову наблюдал. А вот здесь вот, прошу прощения, может и получиться опасно, но нет. На скорости был лучший хоккеист уральца и обогнал своего оппонента. Там Краснова сразу против двоих действовала. И вот здесь опасно. Соломатин бросал на месте Гарифуллин. Вновь там угроза была у ворот Гарифуллина. Но слишком опрометчиво сейчас действует хоккеисты уральца в собственной зоне. Пихенько. Есть у него там партнер. Сам пошел по центру. Смотрите, одного-второго прошел, бросил. И рядом со штангой ворот Гарифуллина прокатывается. Гарифуллин вновь вышел из собственных ворот. Ну, на атаку играет. На атаку играет вратарь. Яна Пихенько. Там опасно. Вновь. Далеко действует вратарь. Не в свойственной такой, не в стандартной манере. Лежит он там на льду и прижимает. Сейф лежа, я бы сказал, да, в исполнении Гарифуллина. Ну, очень Радик интересной манерой сегодня отличается, нестандартной. Ну и осталась нам минута в первом периоде. Проиграл сбрасывание там Асадуллин. И контратака в исполнении уральца. Сразу два хоккеиста. Матрёнин опасно, но шайбу фиксирует Корнилов. Ну и, по всей видимости, вот так вот в зоне БГК первый период и закончится. Там осталось буквально 20 секунд. Выиграл сбрасывание Джиганенко, казалось бы, но нет. И убегают вперед сейчас хоккеисты БГК. Нет, подхватили Джиганенко. Джиганенко. Совсем немного времени осталось. Там попытка бросить. Над перекладиной шайбы пролетела. И можно попробовать отсюда прям нанести бросок, потому что меньше 8 секунд. Хабиров там и положил оппонента. Там Долбань ударился об борт. И звучит свисток, сигнализирующий нам о том, что закончен первый период. 0-0 на табло. И совсем скоро начнется период второй. И продолжим. Возвращаемся мы с вами на лед. Совсем недолго продлился перерыв. Матч БГК и уральца. 0-0 на табло.
Ну и первый период оставил неоднозначное впечатление, потому что угроза была, наверное, больше у ворот БГК, но сейчас очень резво хоккеисты БГК начали свою атаку. Передача на пятак, и чуть было не замкнули хоккеисты. Ой-ой-ой, посмотрите, как резво начали хоккеисты БГК второй период. Ну, тревожит сейчас владение Гарифуллина. Каров, передача на Соломатина. Соломатин там не точно. И Хисамудинов там. Максимов. Пихенько его прессингует. Максимов. 1 против 3. И не очень точно здесь получилось. Хисамудинов очень так громко Каров там просил передачу. И здесь Пихенько. Обратно на партнера. Надо что-то придумать. Хисамудинов. 1 против 2. Бросили на месте Гарифуллин. Ну, посмотрите, как резво начали этот период. Опять там Гарифуллин далеко от ворот лежит. И ой-ой-ой. Пихенько. Ну, не дают сейчас расслабиться. Соломатин. Бросок, гол. Ну, очень ударно начали второй период хоккеисты БГК. И 1-0. 1-0. Угроза за угрозой. И счет открыт. Видимо, какие-то ласковые слова в перерыве тренерский штаб во главе с Павлом Евтушенко нашли для хоккеистов БГК. Да, и вот так вот счет открыт. Начало положено. Сбрасывание выиграл сейчас Джиганенко, но... Ну, опять, посмотрите, зашли в зону, да, и хотят что-то придумать. Джиганенко. Не дошла эта передача до партнера. Тут же... А вот здесь будет удаление. Андрей Жуланов вне правил действовал и будет удален на 2 минуты. На 2 минуты будет удален. Ну и уже играли в этом матче в большинстве хоккеисты хоккейного клуба «Уралец». Ничем, как вы можете видеть на табло, да, большинство не закончилось, но попытка номер 2. Выиграл сбрасывание сейчас Джиганенко, но и отбились. Отбились хоккеисты БГК. Косарев. Ой, прошу прощения, это не Косарев, это Ахмадуллин. Ну, здесь над перекладиной шайба пролетает. Ну, можно сказать, что опасно. А слева никого. Там Матрёнин сместился уже в центр. Джиганенко. Джиганенко ищет партнера. Там вторым темпом накатился Евгений Ахмадуллин, который, собственно, счет сравнивает. Но стоит отметить, что и Матрёнин там на пятаке располагался. Он обзор закрыл, и счет 1-1. Очень интересное начало второго периода. За 7 минут мы уже с вами 2 шайбы наблюдали. Да? Одна ворота Уральца, одна ворота БГК. Ну и надеемся, что в таком же духе матч продолжится, потому что болельщики очень любят заброшенные шайбы, да. Мы, конечно же, все за красивый хоккей, но всегда интереснее наблюдать заброшенные шайбы. Тем более на трибунах сегодня болельщики присутствуют. Также можно следить и прямой трансляции, да. Напомню, что 3 матча у нас сегодня в Башкирской хоккейной лиге. Следите за этой трансляцией. Вот здесь, прошу прощения, опасно у ворот БГК. Ну, завелись хоккеисты Уральца после пропущенной шайбы. И вот сейчас не дают особо расслабиться хоккеистам БГК. Ахунов. Есть там у него Тарасов на пятаке. Не дошла от передачи. Надо сейчас бежать вперед 83-му номеру. Ну, как-то Мустафин не очень поднатужился, да, и не стал стараться.
Озеров там поборолся, и до Мустафина шайба дошла. Гайсин там побороться надо тоже. Упал. Упал там Степан Полянский, да, и из-за этого падения получился офсайд. Ну и неправильный вход в зону. Забрасывание будет в центральной зоне, но ближе к воротам БГК. Более подробную информацию можно также на сайте Башкирской хоккейной лиги. В любом удобном для вас поиске введите «Башкирская хоккейная лига». Сайт обновляется, дополняется там информация. Можно посмотреть вживую составы команд. То есть там фотографии представлены хоккеистов и более подробная информация, да, о сыгранных встречах. Поэтому заходите на сайт, заходите в социальных сетях ВКонтакте. То есть там и фотоматериалы публикуются. Поэтому Башкирская хоккейная лига в плане медийности очень и очень неплохо выглядит. Самудинов, попытка дальнего броска вот здесь вот в исполнении БГК. Сзади ворот можно здесь что-то придумать. Передача на защитника. Каров там бросал, но мимо ворот шайба пролетела. Ну и пихенько. Ну, определенно, во втором периоде скорости у нас выросли. Определенно команды что-то услышали в перерыве, что повело их вперед. А вот здесь вот Матрёнин передачу, казалось бы, принял, но Каров. Тем не менее, Джиганенко здесь подкатился и ищет, выглядывает сейчас партнеров, нашел защитника, бросок, ну и фиксирует. Фиксирует ко льду шайбу голкипер. Ну и опасно было у ворот действительно Дмитрия Корнилова, и решил разрядить обстановочку, прижав шайбу ко льду. Я уже говорил о том, что в составе уральца не только одна представительница прекрасного пола, да, Юлия Краснова. Также в заявке значится Аделина Загидулина в роли нападающего. Но вот не наблюдал я ее на матчах Башкирской хоккейной лиги. Возможно, нет-нет, да, играет она за сборную правительства Республики Башкортостан, да, за сборную Курултая Республики. Ну и вот здесь как раз-таки Уралец сейчас атаку свою начинает со своей зоны. Чем-то недовольны там хоккеисты БГК. Ну, очень часто на себя берет игру 41 номер. Ну и вот сейчас чуть было Аглям Юлгильдин ворота-то не поразил индивидуальным мастерством. Вот здесь опять как-то расходится в сторону хоккеисты уральца. Вот Жуланов опять там, и с неудобной руки там попытка броска. Ну, Жуланов хорош. И чем-то недовольны там партнеры. Корнилов вышел из ворот, оставил шайбу Хабирову. Хабиров на Калача, и Калач уже не точен. Хабиров сейчас должен первым быть на шайбе. Да, действительно так. Передача на партнера. И на грани сейчас было. На грани сейчас было в плане игры шестером. Да, вот здесь опасно опять Юлгильдин. Аглям очень и очень опасен. Ну и что-то не очень заметен Джиганенко, да, в плане результативных действий. Есть у него сегодня ассист, по-моему, в первой шайбе, да. Но Матрёнин точно там в ассистентах значится. И вот здесь сейчас опасно у ворот БГК. На добивании там действовал Полянский. И казалось бы, что могла шайба-то и залететь. Борьба там у борта. И шайбы завладели сейчас хоккеисты БГК. 1 против 3. Сейчас там убегает 63-й номер, но его буквально там съели. Съели сейчас Венера Гайсина, да, но тем не менее вторым темпом сейчас могла продолжиться атака, но как-то вот без энтузиазма действуют хоккеисты БГК. Передача по борту, не точно, и смена здесь звеньев происходит в составе БГК. Озеров там сменился, и офсайда не будет. Каров.
Есть там у него Хисамуддинов, но решил Каров на другой фланг передать. И не очень удачно обработал шайбу 42 номер. Но здесь есть возможность опять что-то придумать. Хисамуддинов искал там партнера. Здесь Пихенько не дотянулся и шайбу в зоне сохранить не смог. Каров. В падении там хотел у него 19 номер шайбу отнять. Хисамуддинов под неудобную убирал. Нет, решил все-таки сместиться. Пихенько. Можно попробовать щелкнуть издалека. Там подставление в исполнении 42 номера. Нет. Пока что Гарифуллин ворот свои в неприкосновенности оставляет. Хисамуддинов. Передача на Пихенько. Опять там опасно. И отбились. Отбились хоккеисты уральца. И Каров начнет атаку со своей зоны. Каров. Передача на партнера. Хисамуддинов. Обратно. И рядом со штангой бросил Соломатин. Но вновь в атаке начало что-то получаться у хоккеистов БГК. Ну и Дмитрий Корнилов решил шайбу сейчас прижать, потому что перед ним все-таки Илья Джиганенко находился, с ним лучше не шутить. Ну и вот это вот ударное звено сейчас Джиганенко на площадке. Джиганенко, Матрёнин, ну и Хабир Кильмухаметов. Джиганенко сбрасывание выиграл. Матрёнин тут же бросок. Такая вот наработанная, видимо, годами тренировок комбинация. Вот здесь вторым темпом можно попробовать опять бросить. Подставление от Матрёнина. Но хорош Корнилов. Ой-ой-ой, вот это сейф. И сбрасывание будет в зоне БГК. Надежно Дмитрий Корнилов ловушку шайбу забрал. А здесь уже, вот, казалось бы, что выцарапали эту шайбу хоккеисты БГК. Но нет, опять Матрёнин. Попытка дальнего броска. Распасовочка здесь сзади ворот. Джиганенко против двоих соперников там действовал. Жуланов аж клюшку потерял. И вот здесь вот очень вовремя он клюшку взял, потому что там угроза ворот была в исполнении Алексея Косарева. Ну и вновь атаку начинает Джиганенко. Джиганенко вошел в зону. Есть там у него партнеры. Ну, надо сейчас поаккуратнее действовать на синей линии. Джиганенко индивидуально пошел вперед, бросил в надежде на то, что будет добивание. Но Дмитрий Корнилов хорош. Ну и фан-сектор БГК сейчас просыпается, поддерживает своих ребят. Это всегда приятно, что приходят коллеги, что приходят родные, для которых эти встречи не просто хоккей, а такое вот семейное дело. Ну и здесь опасный ворот опять БГК. И на грани фола там действовали хоккеисты уральца. Игорь Черников там буквально вгрызался в Дмитрия Корнилова, но ничем это не увенчалось. Но вот здесь есть попытка номер 2. 1-1 с голкипером. Выход не реализован. Хотя Евгений Ахмадуллин мог реализовать этот момент. Опять Ахмадуллин. Передача на партнера. Не смог обработать эту шайбу Юлгильдин. И контратака в исполнении БГК. Мустафин там успевает первым, казалось мне, но не очень он и хотел этого, видимо. И атака как-то так захлебнулась. Вбросил там Ямалдинов шайбу в зону. Пошел сменяться. Ну, я повторю, что не так много, не такая массивная скамейка сегодня по сравнению с уральцем у БГК, да, чуть поменьше, и, видимо, почаще приходится сменяться, тем более всегда есть ключевые игроки, которым побольше времени выделяется, да, есть игроки, которые устают почаще и приходится им отдыхать, а вот здесь опять опасный ворот Гарифуллина, и Гарифуллин там в падении шайбу фиксирует. Ну, опять Денис Хисамуддинов. Один из самых, пожалуй, опасных игроков в составе
башкирской генерирующей компании. Один из самых высокорослых игроков на площадке. Такой довольно-таки крупногабаритный, мощный. Ну и все в порядке у него с катанием, все в порядке с броском. Ну, посмотрим, все ли в порядке у него с реализацией. Соломатин там выгрызал для как раз-таки своего партнера шайбу. Не получилось, но тем не менее шайбы завладели. Пихенько на партнера. Вброс в зону. Хисамудинов там уже не ожидал, что шайба к нему вернется. Она вернулась. Пихенько здесь подхватил. Передача на партнера. Соломатин там, ай-яй-яй, не разобрались они с Хисамудиновым. И вот отбились кисты уральца. Каров. По борту на партнера. Не точно. Джиганенко. Не стали торопиться с входом в зону. Все правильно, но шайбу законтролировать не сумели. И вот здесь Хисамудинов. На партнера бросок. Ой-ой-ой. Ну и очень-очень обидно сейчас за Сергея Вербина. Не смог он эту передачу прекрасную воплотить в гол. И Гарифуллин эту шайбу ко льду прижимает. Чем-то недоволен там Соломатин. По всей видимости, недоволен он тем, что слишком рано арбитр свистнул. Но шайба где-то там под Гарифуллиным находилась. Ну и во втором периоде Радик Гарифуллин не так часто из ворот выкатывается, да, и, видимо, какие-то, может быть, тренерские это были установочки. Ну и начинают атаку хоккеисты уральцы. Удачно в защите сыграли там БГК, но здесь вот более удачно еще и защитники, подставление клюшки, и Корнилов фиксирует шайбу. Чернов там, ой, извините, Черников клюшку подставлял, но ничем это хорошим не увенчалось. Выиграли сбрасывание хоккеисты БГК, там аж штанга зазвенела, и вот со звоном штанги у нас закончится второй период. Уходим отдохнуть и увидимся в периоде под номером 1. Период под номером 3. Противостояние БГК и уральца. Ну, не так много времени у нас длится перерыв, буквально, наверное, 5 минут. И вновь рвутся в бой ребята. 1-1. Первыми счет открыли хоккеисты БГК. Ну и затем буквально сразу было реализовано большинство. Вербин. Джиганенко здесь с партнером сейчас на площадке. Передача по борту неудачно свершившаяся, да, и в зоне все равно не удалось хоккеистам БГК закрепиться. Каров на партнера. Аврат шайб получил, и фланг у него пустой, но тем не менее решил туда куда-то отдать. Вербин. Вербин. Попытка броска. Гарифуллин на месте. И хоккеисты БГК отбили. Здесь Матрёнин, посмотрите, какая скорость прекрасная у Дениса. Оставил на шайбу на Джиганенко. В прекрасной физической форме себя держат представители уральца. И даже несмотря на высоко занимаемые должности, да, стараются вести здоровый образ жизни, по всей видимости. Джиганенко.
Макаров. Куда-то далеко хотел выбросить, но здесь далеко сейчас выбросил Соломатин. И вошли в зону хоккеисты БГК. Нет, не стал сам Хисмудинов бросать. Сейчас на партнера Вербин. Есть там... Каров там успел и под удобную руку шайбу убрать, но Гарифуллин эту шайбу фиксирует. И сбрасывание будет в зоне уральца. Ну, третий период обещает быть интересным, потому что счет равный. И оба коллектива, безусловно, хотят одержать победу в основное время. И, естественно, надо действовать максимально осторожно, чтобы не дать сопернику уйти вперед. Ну и самим не плашать, как говорится. Габидуллин там пытался вперед уйти и ничем хорошим не увенчался. Хабиров там клюшку подставил, но тут же Ивлев как стрела просто выскочил вперед, но контратака 3 в 3 в исполнении хоккеистов в зеленых майках. Хабиров. Ну и обокрали сейчас Хабирова. И на высокой скорости рвется вперед, как локомотив Ахмадуллин. Там схлестнулись клюшки двух хоккеистов. Там есть на пятаке Черников. Как раз таки его, видимо, выжидает там 41 номер. Передача на партнера. И не точно на Максимова. И Максимов не будет торопиться входить в зону, чтобы не было зафиксировано офсайд. Максимов. Передача по борту. Неплохая техника у Юлгильдина. Ну и Юлгильдин один из самых молодых игроков в составе хоккейного клуба «Уралец». А вот здесь это опасно уже у ворот Гарифуллина. И хорошо Жуланов там бросал. Ну и обоюдно остро. Третий период у нас протекает. Сыграно буквально 7 минут, а команды очень-очень неуступчивые. Ну и посмотрим, кто сейчас выиграет сбрасывание. Выиграли сбрасывание хоккеисты Уральца, но здесь надо поднять голову, чтобы не обокрали, как раз таки что и делают сейчас хоккеисты БГК. Там и потолкаться, и клюшками похлестаться успели. Ну и вот здесь как-то мимо двух полевых игроков шайба пролетела. Но Гарифуллин наш от страха, казалось бы, что клюшку потерял, но нет. Надежен вратарь, и вот здесь надо поаккуратнее действовать хоккеисту БГК. Иванов на партнера. Отлично. Есть возможность что-то придумать. Ну, как-то вдвоем там на линии оказались Мельников и Иванов. И вот этим есть возможность воспользоваться у Озерова. Озеров. Бросок. Шайба ворот. Ну, в гордом одиночестве так получилось, что оказались Мельников и Иванов почему-то на одном правом фланге, и левый фланг оказался пустым у хоккеистов Уральца. Ну и туда на скорости Андрей Озеров убежал в гордом одиночестве и свой момент реализовал. 2-1. 2-1 БГК выходит вперед. И ударное звено Джиганенко на площадке у хоккейного клуба «Уралец». Джиганян на Матрёнина. Матрёнин оставил на партнера и фиксирует сейчас Дмитрий Корнилов эту шайбу. Давай передохнуть партнеру. Ну и включаются у нас трибуны. Включаются трибуны, которым хочется, чтобы Уралец сейчас наверстал упущенное и счет сравнял. Гарифуллин очень-очень рискованно сейчас вышел из ворот. Ну и вот здесь вот Вербин. Ай-яй-яй, не хватило немножечко Вербину. Ну и Сергей был близок к завершению этой атаки. Так очень удачно шайба ему отскочила и мог увеличить отрыв команды. Но счет на табло также остался. 2-1. Из своей зоны начинают атаку хоккеисты БГК. Вербин сам вошел в зону.
под неудобную оставил сейчас 6-му номеру. Здесь опять виражи закладывают. Сразу 3 хоккеиста противостояли Хисамудинову. Звучит свисток. И удаление будет в составе уральца. Капитан. Капитан, улыбнитесь. И Антон Матрёнин награжден 2-минутным штрафом. Тайм-аут взяли БГК, и что-то, видимо, есть у них в рукаве в качестве козыря, потому что впервые в этом матче они будут играть в большинстве. Напомню, что уралец дважды играл, одно из своих моментов они сумели реализовать, да, то есть одно большинство было реализовано, но сейчас будем наблюдать за тем, что есть в арсенале у БГК. Посовещались, отдохнули и идут вперед. Идут вперед, ударное звено Соломатина сейчас на площадке у хоккеистов БГК. Тихенько. Можно попробовать сбросить. Нет, но партнера вывел он сейчас. Партнера Соломатин подставляет. И вот как-то не дают оперативного простора для Вербина. Тем не менее, Вербин вот эту шайбу выиграл. Нашел партнера. Тихенько. Можно попробовать еще что-то придумать. Бросок ближний. Ну и звучит свисток, который говорит нам о том, что сбрасывание будет вновь в зоне хоккейного клуба «Уралец». Дмитрий Цыбин какие-то перестановки сейчас делает на площадке. Важно сейчас не пропустить, потому что играть осталось буквально половину периода. И уйти вперед для БГК, это значит для уральца потерять, точнее не потерять, а оставить все меньше шансов на победу. А сейчас такой очень скользкий счет. Ну и отбились. Отбились сейчас хоккеисты уральца. Пихенько. Ждал там Соломатин передач, но передача была на Вербина, и она не дошла. Отлично накатились. Хисамудинов на партнера передачу отдавал, но она до него не дошла. И отбились хоккеисты уральца и начинают свою атаку. Джиганенко 1 против 3 буквально там действует. Сзади ворот накатился. Есть там и партнер на пятаке. И на защитника прошла передача, но бросок у Григория получился не очень. Вновь Джиганенко. Там уже партнер положил клюшку на лед в надежде на передачу. Но здесь Хисамудинов. Хисамудинов. Вошел в зону на партнера. Ай-яй-яй. Нет, Хабиров здесь сохранил шайбу в зоне. Падает. Все в рамках правил. Тем временем уже судья-информатор сигнализировал нам о том, что в равных составах команды играют. Но темп бешеный, что мы не успеваем за этим. И начинает атаку хоккеисты уральца. Джиганенко на партнера. Вошли в зону, но с нарушением. Поторопился там с входом в зону Антон Матрёнин. Ну и партнер раньше, точнее позже, чем Антон, вошел с шайбой в зону. Выиграли шайбу хоккеисты БГК, но тут же могли подстеречь уральцы своих оппонентов, но все обошлось. Вышел Корнилов из ворот. И Максимов со своей зоны сейчас начнет. Максимов сам пошел. Посмотрите, как дерзко встречает его там. Но не получилось там одному против 4 пройти, да, и атака захлебнулась, но тем не менее вновь попытка номер 5, как пел Валерий Меладзе. Ой-ой-ой, здесь вот неточная передача, и можно
что-то придумать. Есть там Ахмадуллин, просил передачу, да, но не заметил его партнер. Юлгильдин там с Ахмадуллиным положили на лед сейчас Гибидуллина. И опять столкновение. Ну сколько падений, да, но все как-то так не грубо. Упал там Юлгильдин, но сам спотыкнулся о клюшку. Опять Гарифуллин, посмотрите, выходит из ворот. Надежен. Хабиров. Попытка дальнего броска. Там Гарифуллин так спокойно очень сопровождает взглядом эту шайбу. Как будто бы угрозы нет. 5 минут с небольшим нам еще наблюдать за этим прекрасным хоккеем. Вот Вербин опять с шайбой. Там Джиганенко ему противостоял. И Гарифуллин шайбу прижимает ко льду. Причем так, мне кажется, силой прям давит в лед, вдавливает шайбу, чтобы вот она не укатилась. Потому что лед очень скользкий. И до свистка надо шайбу стеречь. Соломатин с партнерами на площадке. Хисамудинов там попытка броска, не точно. Вновь он шайбой. Очень длинная. Очень длинная у Дениса фамилия, что с трудом поместилась на его игровом свитере. Ну и сам игрок очень высокий, да. Фамилия под стать, так сказать. Соломатин там встретил оппонента. Ничем это не увенчалось. А здесь уже Антон Матрёнин. Есть у него там партнеры. Передача на защитнику. Ой-ой-ой, Корнилов на месте. На месте 88-й номер. Джиганенко. Не видит Корнилов шайбу, но обошлось. Обошлось. 4 с небольшим минуты. Соломатин, Хисамудинов. С неудобной и на месте Гарифуллин. Как одного опять оставили 6-го номера, непонятно. И я думаю, что разберется тренерский штаб. Вот здесь вот очень грубо. Очень грубо встретил Алексей Косарев своего оппонента. И будет удаление. Будет удаление в составе хоккейного клуба «Уралец». На 2 минуты Алексей Косарев свою команду в меньшинстве оставит. Ну и, конечно же, звено Соломатина на площадке ОБГК. Здесь Хабиров. Калач там слева очень просит эту шайбу, но сами здесь разобрались. И дальний бросок Хабирова оставил неудел сейчас Гарифуллина. И очень быстро свое большинство реализовывает хоккеисты БГК. И Косарев Алексей возвращается на площадку. Ну и не видел, по всей видимости, Радик Гарифуллин этой шайбы. Как-то так она просочилась там через защитников. Ну и 3-1. 3-1. БГК. БГК вышли вперед. И вот здесь сейчас всеми силами вперед пойдет уралец. Джиганенко. Попытка дальнего броска. Ну там стеной встают хоккеисты БГК. И вот сейчас они могут еще дальше убежать в плане счета. Но ничего не получилось. И контратака. Вошли в зону. Джиганенко. Попытка броска. И Корнилов фиксирует эту шайбу. Там столкновение даже небольшое. Ну, без грубости. Без грубости играют коллективы. Хотя вот небольшие стычки наблюдаются на площадке. Ну, хоккей игра эмоциональная. Никто не хочет уступать. Никто не хочет проигрывать. И различные конфликты тоже случаются. Сбрасывание в зоне БГК. Попытка дальнего броска. Добивание. Как хорош сейчас вратарь. И опять удаление. Опять удаление в составе хоккейного клуба «Уралец». Евгений Ахмадуллин даже не понял, мне кажется, поднимая голову, смотря по сторонам, за что его удалили. Но толчок соперника на борт, по всей видимости, будет зафиксирован. Ну и 2 минуты
до конца встречи. И 2 минуты будет отбывать Ахмадуль. Посмотрим. И в меньшинстве шайбы забрасываются, тем более уралец команда с характером, и могут и в меньшинстве забить. Здесь вот Джиганенко от Матрёнина шикарную передачу получил, под неудобную, и ну, в стиле Уэйна Грецки сейчас Джиганенко шайбу забил, и я говорил о том, что и в меньшинстве шайбы забрасывают, что, собственно, и демонстрирует сейчас дружины Дмитрия Цыбина. И 3-2. 3-2. Дмитрий Цыбин берет тайм-аут, подзывая к себе и Радика Гарифуллина. Возможно, сейчас без голкипера продолжат встречу хоккеисты уральца. Скорее всего, ударное звено Джиганенко, точнее, ударная четверка Джиганенко. Ну, вижу я Матрёнина на площадке, вижу Кирилла Ивлева в его экстравагантном таком серебристом шлеме. Ну и, по всей видимости, очень техничный Аглям Юлгидин. Да, вот с такой четверкой продолжит встречу хоккеисты уральца. 3-2, ну и звено Соломатина. Там, конечно же, Вердин и Хисамудинов у него в партнерах. Ну и вижу, что Хабиров и, по всей видимости, Олег Пихенько будут завершать эту встречу. Джиганенко какой-то экстра режим включил хоккеист уральца. Есть там Матрёнин, и в табло аж шайба прилетела практически. Но там благозащитная сетка. И очень уж хотел забить сейчас Антон Матрёнин, но не получилось. Ну, действительно, экстра режим какой-то включили хоккеисты уральца, играя в меньшинстве. Почему так делали раньше, непонятно. Не делали раньше, непонятно. Ну и вот сейчас опять Матрёнин. Есть там на пятаке Аглям Юлгидин. Джиганенко. Дальний бросок там, по-моему, в спину аж Джиганенко прилетел, но благо обошлось. Матрёнин. Юлгидин. Есть там Максимов, который сменил вратаря, да, в пятером. 5 полевых, ворот пустые. Не надо сейчас закапываться. Вот здесь вот Юлгидин стоял на ногах, отлично. Дальний бросок. Ну и надо сейчас сохранить эту шайбу. Хисамудинов с неудобной и над перекладиной шайба пролетела. 30 секунд еще есть времени. Вербин здесь подхватил, но нет. Ой-ой-ой, мимо ворот опять Хисамудинов бросает. Ну, нервишки сейчас своим болельщикам подпортят, наверное, хоккеисты БГК. Ну, очень уж хотели они этой шайбы. Здесь Хабиров и опять мимо, посмотрите. Ну и практически все. Практически все. Буквально там несколько секунд нам осталось наблюдать за хоккеем. Опять дальний бросок. Джиганенко бежит вперед. И после свистка уже бросил. Но надежно Дмитрий Корнилов шайбу зафиксировал. 3-2. На этом у нас матч окончен. Следите за хоккеем. Еще 2 матча сегодня нас ожидают. Меня зовут Сергей Милев. Трансляцию для вас снимает очаровательная Татьяна Зотова. Ну и режиссер трансляции Анатолий Зотов. Любите хоккей. До новых встреч. Пока-пока.